следующий вопрос. То, что касается фотографий устазов. Вот первый вопрос. В квартирах можно ли вешать или нет? Но этот вопрос часто звучал. Давайте сегодня еще раз его обговорим. И еще один момент. Вообще, в последнее время от того, что у нас появились вот эти средства, мобильные телефоны, мы можем там записывать что-то, делать фотографии, либо видеокамеры. Часто мы видим такую ситуацию, что люди передают на маджлис аль-Илма вперед эти телефоны, либо фотоаппараты, чтобы сфотографировать устаза. Либо вот и фотографии там зачастую, ну, одно дело, если профессионал снимал, другое дело, если человек так просто вот мимо проходил устаз, как Махди Хаджи на одном из маджлисов сказал, одной рукой здоровается с устазом, другой фотографирует. И бывает такой момент, что, ну, это же люди, они не очень удачная фотография. И эти фотографии потом либо в компьютерах, либо на заставках телефонов, либо в продаже где-то они появляются. Вот этот момент, пожалуйста, прокомментируйте. Начнем с того, что можно ли их в доме иметь, вот эти фотографии, и потом уже... На самом деле, конечно, фотографии, вот, вокруг фотографий, конечно, идет очень много вопросов. Некоторые, конечно, люди есть, которые говорят, что фотографии вообще нельзя иметь. Ну, вместе с тем, эти люди, у каждого дома телевизор есть. Более совершенная вещь. Более совершенная фотография. Смотрят сериалы. Мы видим, что телевизор показывает. Об этом никто не говорит. И потом, когда мы вот видят, что люди из-за любви к своему устазу вот, берут или вешают фотографии. В этом случае они говорят, что это харам. Конечно, если по нашему масабу, по масабу Шафии, вот Ибн Хаджар написано, если человек имеет половина вот, по пояс, если вот, это халал. Если она халал, его и вешать можно, и можно что хочешь с ним делать. Там есть книга, в которой говорится «Риджалун наввар Аллаху кулубахум лил-ислам». Есть такая специальная книга, выпущенная в Египте. Там говорится, что христианские проповедники, как ислам принял. Один из Абдуллах Джон, его, раньше Джон был его название, а теперь Абдуллах его зовут. Там написано, что он говорит, что Адам алейхиссалам, он пишет, что вот, взял от исламских источников, что Адам алейхиссалам попросил Аллаху Та'ала, вот, я говорю, прошу тебя, чтобы тех людей, которые будут пророками из моих сыновей, что дай мне знать это. Фотографии покажи. И из рая эти вот фотографии к Адаму, они пришли к Адаму, у Адама были. Об этом и в книге Саида Афанди тоже написано. Вот, это, и в книгах Сиар это тоже есть. В книгах Саида Афанди тоже от себя это не придумал, это есть в книгах Сиара. Есть книга Ал-Адаб аль-Муфрад аль-Бухари, это хадис Бухари. Его этой книге тоже есть этот хадис, что эти фотографии были у Адама. Тафсир Джалалайни, там тоже есть, что это ящики Муса алейхиссалам, где это в сундуке, там были эти фотографии. То есть портреты пророка алейхиссалам, что были. И этот Абдуллах Джон говорит, эти фотографии, говорит, в сегодняшний день тоже у христиан, говорит, они хранятся. Он так говорит. Он так и принял ислам. Поэтому фотографии, конечно, это шариат что запрещает? Шариат запрещает, если полностью как памятник. Скульптура. Вот это запрещаем. Если полное, если тело будет, это между исламскими алимами там разногласий нет. Они говорят, что это харам. Поэтому тот фотография, которую вот мы фотоаппаратом снимаем, вокруг этого есть алимы, которые говорят, что это харам нельзя, которые говорят, есть, которые говорят, что можно тоже. Мы из тех людей, которые говорим, что это халал. А портреты вот устазу, что в магазине они где-то продаются, мы это запретить не можем. Мы старались, чтобы это как-то запретить, или это не пустить продавать. Но люди любят этих людей. Мы не можем их остановить.
И никто не сможет остановить. Это, если человек говорит, если Аллах Та'ала какого-то человека любит, Аллах Та'ала говорит, это сначала говорит ангелам. Потом ангелы говорят, это доводит до людей земли. И это, говорят, люди любят их. Любят. Поэтому, если человек любит кого-то человека, и если у него эта фотография есть, кто может запретить? Никто не может запретить. И Малла Аль-Кари, есть такой ученый, это Бугьятул Ваджид, этой книге пишется, если, говорит, мы видим хорошего человека на фотографии или наяву, от этого, говорит, человек получает баракат. Даже если мы не были, его время не жили. Например, есть фотография имама Газали, есть фотография Мухаммад Накшубан, Халид Аль-Багдади, Абул Хасан Шазали. Это имамы тариката. Есть их фотографии. Если эта фотография нельзя было, как они пустили это фотографировать? То есть, глядя на них, все-таки человек вспоминает Аллаха, да. Правильно же? Один раз я был у одного хакима, он говорит, вот, как раз у нас вот такой вопрос вокруг фотографии поднялся. Конечно, особенно этот вопрос поднимается, конечно, почему, говорит, вы продаете эту фотографию Саида Афанди. Вокруг этого вопроса поднимается вопрос. Я так сказал, если ты можешь запретить, запрети. Не пускай его продавать. Вот мы не смогли. Мы и фотоаппараты забирали у них. Мы фотографии забирали у них. Не смогли. Вот ты запрети. Ну, после этого мы вот как там с ним поговорили. У него там тоже была фотография покойного муфтия, фотография. Была фотография Саида Афанди. Вот такие фотографии у него тоже было. Он говорит, когда меня когда много народ посещает, вот, и я нервничаю, я говорю, когда на эти фотографии я смотрю, я говорю, получаю спокойность, получаю. Вот после этого он сам даже знает, что от этих портретов, от этих хороших людей, фотографий, что он баракат получает. Сам говорит, вот этом же вот маджлисе. Поэтому, конечно, этих людей, хоть мы все вместе станем, это запретить мы не можем, потому что Аллах Та'ала этих людей любит, и народ это любит их людей. Поэтому я здесь так хочу сказать, некоторые хотят, что говорят, дома нельзя посчитать. Дома тоже можно, на улице тоже можно, где хочешь можно. Кого я люблю, почему я не могу фотографию его повесить? Никто же не говорит, что телевизор дома нельзя ставить, в коридоре нельзя ставить, так же никто не говорит. Хотя вот что мы по телевизору видим, мы же знаем. Тех людей, которые мы любим хороших людей. Хороших людей. И поэтому у меня дома тоже есть, и я повесил тоже. И если кто не хочет, пусть не вешает. Это их дело. В некоторых домах я видел, они вот на фотографиях делают пардав. Есть ли такая необходимость? Я не знаю, сверху занавеску небольшую делают. Если человек пардав хочет делать, пусть делает. Я никакой пардав не делаю. Я этих людей люблю, поэтому я повесил их. И я имею от них баракат. Это и в шариате тоже есть в книгах. Кто, конечно, истину не признает, этому человеку убедить невозможно. А так, конечно, в этой книге есть. Вот Ибн Хаджар, если половина портрета есть, Ибн Хаджар пишет, что халал это. Вот, например, конечно, если даже любого человека человек снимает без разрешения, даже любого человека, это уже любому человеку уже не понравится. Это будет несоблюдение адаба отношения этого человека. Конечно, здесь еще, конечно, если устав, здесь двойные, тройные надо соблюдать их. 100 раз надо лучше соблюдать адаб, чем простых людей. Поэтому, конечно, это здесь не соблюдение адаба. Конечно, и эти фотографии, которые у нас на этих телефонах, они тоже некачественные очень. Поэтому здесь, конечно, надо лучше, конечно, оставить это. Мы им говорим, муридам, чтобы такие вещи не делали. Потому что фотографий есть, очень много есть фотографий.